Здравствуйте, рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчиво, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых к 2025 году и 12-13% годовых к 2026 и означает продолжительный период проведения жесткой денежной кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости, замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 6,7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. В Госдуме разработали законопроект о выплатах родителям школьников перед 1 сентября. Депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом. Среди авторов законопроекта глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и глава Комитета Палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Проживающий на территории Российской Федерации один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, детей в возрасте от 6 до 18 лет при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года, имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей, законных представителей, имеет право на получение раз в году денежной выплаты в связи с началом учебного года. Ежегодная выплата будет равна величине прожиточного минимума в целом по России. Авторы предлагают выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье. Сейчас прожиточный минимум в стране составляет 17 773 рубля. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей. Для пенсионеров 15 250, а для детей 17 201 рубль. Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Собрать ребенка в школу крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупку. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высока. Часто семьям не по карману собрать все необходимые школьные принадлежности, особенно если в семье несколько детей школьного возраста, пояснил Ярослав Нилов. В России появился демографический спецназ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о появлении в России демографического спецназа. Она пояснила, что созданный орган в правительстве займется выработкой мер для поддержки семейноцентричности. Председатель Совфеда отметила, что чиновники, занятые в проекте, способствуют возвращению традиционных для России ценностей. Валентина Матвиенко подчеркнула, что система поддержки семей с детьми является лицом социального государства. Она также упомянула, что на демографию влияет не только финансовая поддержка. Валентина Матвиенко призвала создать необходимые условия для женщин, которые хотят совмещать работу с материнством. Ранее во Всероссийском центре изучения общественного мнения заявили, что России грозит демографическая зима. Директор организации Валерий Федоров предложил 3 пути разрешения кризиса. Это, по его мнению, увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и снятие табу на миграцию. До этого президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении пособия по беременности для студенток с 1 сентября этого года. Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Законопроект был внесен в октябре 2024 года группой депутатов и принят в первом чтении в январе текущего года, во втором – 17 июля. Кодекс об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Штраф от 3 до 5 тысяч рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов
материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN. Изменения также вносятся в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нарушение законодательства о рекламе. Так, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц от 80 до 150, для юрлиц от 200 до 500 тысяч рублей. Новой статьей 13.52 «Нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», вводятся штрафы для владельцев VPN-сервисов за несоблюдение запрета на доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории России, а также за неисполнение установленного порядка взаимодействия Роскомнадзором. Штрафы за такие нарушения составят от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 рублей для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Повторные нарушения повлекут за собой штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч рублей, от 800 до 1 000 000 рублей соответственно. Вводятся штрафы за передачу другому лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг связи. Незаконная передача абонентского номера третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Также штраф предусмотрен за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу такой информации другому лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юрлиц. В примечаниях к статьям указано, что административным правонарушением не будет считаться безвозмездная кратковременная передача номера для использования в личных целях, как и передача данных для входа в личный кабинет другому лицу для правомерного использования. Непропуск машин с мигалкой. Изменения вносятся в статью КоАП о непредоставлении преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. За непропуск автомобиля с нанесенными специальными цветографическими схемами, надписями, с включенными проблесковыми и маячками синего цвета или маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 6 месяцев до года. Аналогичное наказание предусмотрено за непропуск автомобиля без нанесенных специальных цветографических схем, надписей с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальными звуковыми сигналами, а также сопровождаемого им транспортного средства. Госдума приняла закон о повышении госпошлин для автовладельцев с 1 сентября. Госдума в третьем и финальном чтении приняла законопроект, который предусматривает введение с 1 сентября новых государственных пошлин для автовладельцев и мигрантов, а также повышение ряда уже действующих пошлин для них. Так, с осени пошлина за получение паспорта транспортного средства вырастет с 800 до 1200 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт с 350 до 525 рублей. Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспорта вырастет сразу в 3 раза, до 1500 рублей за бумажный документ и до 4,5 за пластиковый. Кроме этого, пошлина за выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого на пластиковой основе, вырастет с 2000 до 4000, нового поколения с 3 до 6. Пошлину за выдачу международного водительского удостоверения повысят с 1600 рублей до 3200 рублей, а за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов с 1500 до 2250 рублей, а продлить его можно будет не за 1000, а за 1500 рублей. Что касается иностранных граждан, то для них ведут сбор за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, а также за продление срока временного пребывания 1000 рублей. Также ведут пошлину за выдачу или переоформление патента в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу мигрантам придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок 2100 рублей. Законопроект 7 июля внесло в Госдуму правительство. В пояснительной записке сказано, что госпошлину установили в 2014 году и с тех пор они не менялись. Там также отмечалось, что при значительных миграционных потоках работа по контролю за пребыванием иностранных граждан в России представляет особую важность. Перед официальным публикованием законопроект должен принять Совет Федерации, а затем подписать президент России Владимир Путин.
За просрочку по кредитам и ипотеке умерших не будут начислять проценты. Кредиторы не смогут начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не вступили в права. Закон подписал президент России Владимир Путин. Теперь, если наследник не вступил в права, причем прошло не более 6 месяцев со дня открытия наследства, кредитная организация не имеет права начислять штрафы за просрочку по кредиту, требовать досрочно погасить долг и взыскать залог. Норма также распространяется и на ипотеку. Уточняется, что закон будет касаться только тех граждан, у кого возникли такие обязательства после вступления закона в силу. Кредиты и ипотеки также должны быть оформлены до 1 сентября 2025 года. В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. В Госдуму внесен законопроект об изменении подхода к проведению призыва на военную службу. Документ предусматривает возможность призывать на срочную службу не дважды в год, а в течение всего календарного года. Авторами поправок выступил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов и его первый заместитель Андрей Красов. Изменения предлагается внести в Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе и закон об альтернативной гражданской службе. По действующему законодательству призыв граждан на военную службу осуществляется дважды в год с 1 апреля по 15 июля – это весенний призыв, и с 1 октября по 31 декабря – осенний. Поправками предлагается расширить временные границы призыва и проводить его с 1 января по 31 декабря. В пояснительной записке отмечается, что призыв на военную службу предусматривает не только явку по повестке военного комиссариата, но и медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. Изменение подхода к проведению призыва позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу, считают авторы проекта. Одновременно законопроектом уточняются обязанности подлежащих призыву граждан в части сроков подачи заявления о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. Предлагается предусмотреть, что обратиться с заявлением о замене военной службы можно в следующие сроки. До 1 апреля граждане, которые должны были быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 октября по 31 декабря текущего года. И до 1 октября граждане, которые должны быть призваны на военную службу и направлены для ее прохождения с 1 апреля по 1 июля следующего года. Также поправки определяют, что граждане, пользующиеся отсрочками от призыва, могут попросить о замене военной службы на альтернативную в течение 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому призыву на военную службу в России подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Весенний призыв 2025 года стал самым массовым с 2011 года. В соответствии с указом президента запланированное число призывников – 160 тысяч человек. Водители предупредили о штрафах за неуведомление ГАИ о смене прописки. Автовладельцы должны в течение 10 дней сообщить в госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации по месту жительства. Это нужно для внесения нового адреса автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства. Важно, на изменение дается 10 дней. Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. В Коми ветеранам спецопераций проводят адаптацию жилья. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Коми помогает ветеранам, получившим тяжелые ранения, адаптировать жилые помещения под индивидуальные потребности. Герои специальной военной операции с инвалидностью нуждаются в особом внимании. Для того, чтобы им было комфортно жить, учиться и работать в квартире или дома, фонд содействует в адаптации помещений. Перечень средств адаптации жилья, предоставляемых фондом, включает более 80 позиций. Это не просто стандартный набор ремонтных работ. Разнообразие предлагаемых услуг позволяет индивидуально подходить к каждому случаю, учитывая характер полученных травм и особенности жилья ветерана. В Республике Коми уже реализовано более 11 проектов по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью. В каждом из домов ветераны получили комплексное расширение. Например, в некоторых домах были установлены полностью оборудованные специализированные рабочие места, позволяющие ветеранам продолжать профессиональную деятельность. В других удобные и безопасные кухни, оборудованные современной техникой. Система «Умный дом» значительно упростила жизнь ветеранов, обеспечив комфортное и безопасное управление домашним хозяйством. Датчики дыма, воды, температуры и влажности обеспечивают круглосуточную безопасность.
Помимо технической оснащенности, важным аспектом программы является индивидуальный подход к каждому ветерану. Специалисты Фонда «Защитники Отечества» проводят тщательный анализ потребностей каждого ветерана, учитывая физическое состояние, жизненный уклад и предпочтения. Только после комплексной оценки разрабатывается индивидуальный план адаптации жилья, гарантирующий максимальный комфорт и удобство. Фонд «Защитники Отечества» продолжает активно работать над расширением программы, постоянно совершенствуя подходы и расширяя список доступных услуг. Целью является создание такой среды, в которой каждый ветеран СВО сможет чувствовать себя комфортно, безопасно и уверенно в завтрашнем дне. Это пример государственной поддержки и заботы о тех, кто защищает интересы страны. Под Интой спасатели вывели из леса заблудившегося грибника с помощью сигнально-громкоговорящей установки. Любитель тихой охоты 1985 года рождения отправился в четверг, 24 июля, за грибами в район зимней дороги Инта-Печора, но заблудился и позвонил в экстренные службы. Спасателям Итинского аварийно-спасательного отряда ГАУ «Спаскоми» комитета ГУЧС сигнал поступил от диспетчера пожарной части около 9:00, и они незамедлительно выехали в лесной массив. Спасатели поддерживали связь с мужчиной по мобильному телефону и с помощью сигнально-громкоговорящей установки СГУ и успешно вывели его из лесного массива. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Что за самолет летал в понедельник над Интой? 28 июля 2025 года на территории Интинского района Печорским авиаотделением лесопожарного центра с целью своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров производится авиапатрулирование легкомоторными самолетами Cessna-172. Данное патрулирование производится в зависимости от прогнозируемого класса пожароопасности. При первом классе пожароопасности облетов не производится. При втором-третьем классе пожароопасности производится облет территории лесных угодий один раз в день. При четвертом классе пожароопасности производится не менее 2 раз в день. И при пятом не менее 3 раз в день облет территории, где, возможно, будут возникать пожары. Можно ли срубать деревья в лесном массиве Инты? Добрый день, уважаемые интинцы. Начну с того, что леса нашего района относятся к защитным лесам, где рубка деревьев вообще запрещена. Защитная функция у них, у наших лесов, они не такие ценные, как по древесине. Они выполняют климатозащитную функцию. Они не пускают холодный арктический воздух дальше в южные районы. Поэтому этот пояс выделен в притундровые леса как защитные. Исключение составляют рубки под строительство дорог, ЛЭП, геологические изыскания. Для отопления домов в деревнях и селах Интинского района. Там тоже есть постановления, какие документы надо предоставить, чтобы оформить договор купли-продажи лесных насаждений. Это все касается Гослесфонда, леса, которые находятся в Гослесфонде. Вокруг города и большая часть населенных пунктов, там они расположены на совхозных землях, потому что там раньше было отделение совхозов. А вокруг города тут и земли Интаугля были выделены в пределах, в округе 10 километров радиуса. Это все не Гослесфонд. Для населения города могу пояснить еще, что где можно брать дрова там или как-то какой-то. Значит, с 2018 года постановлением правительства был валежник, древесный валежник, который лежит на земле, деревья упавшие в результате ветровала, бурелома, лежащие на земле, признаны валежником, отнесены к недревесным лесным ресурсам. Это как грибы, ягоды. И заготовка как грибов и ягод для собственных нужд, мы же там не выписываем никакие разрешения. Для личного пользования также разрешен валежник. Сначала сфотографировать на телефон, чтобы потом доказать, что именно это валежник. И можно пользоваться. Можно пилой распилить на какие-то удобные фрагменты, чтобы вывести и все. Штрафы у нас очень большие, потому что леса защитные. Расчет складывается из количества деревьев срубленных или спиленных, потом от породы зависит дерево и от диаметра. И на основании таблицы это все переводится в кубометры, умножается на расценку, а взыскание 50-кратная стоимость этой древесины срубленной. И так как у нас леса защитные, там еще повышающий коэффициент в 2 раза.
То есть вот сколько она стоит, древесина, стократная стоимость получается. И тут еще один нюанс такой, что ущерб более 5000 сразу заводится автоматическое уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка деревьев». А при таких коэффициентах там буквально несколько деревьев срубаешь, и получается у нас уголовное дело заводится. Поэтому лучше не рисковать и как-то обходиться без этой рубки и все. Можно ли в нашем городе бесплатно стерилизовать собаку или кошку? Для жителей нашего города у меня есть хорошая новость. До конца года у нас сейчас есть акция «Льготная стерилизация и кастрация собак и кошек». Что для этого нужно? Для этого нужно соблюсти ряд условий. Первое условие – ваше животное должно быть привито от бешенства, и это должно быть отражаться в паспорте вашего животного. Второе условие – это обязательная регистрация в программе «Все звери». Это касается собак в основном. Кошек, конечно же, рекомендовано. Что для этого надо? Чтобы зарегистрировать свое животное, необходимо, чтобы животное было прочипировано, или если есть клеймо, то этого будет достаточно. Если по какой-то причине вы свое животное не прочипировали, вы можете прийти на ветстанцию в рабочие часы, и вам окажут эту услугу. Единственное, только эта услуга будет платна. Если у вас животное прочипировано, вы приходите со своими всеми данными, это ИНН, электронная почта, мобильный телефон обязательно и паспорт животного. Мы вносим, если оно не внесено в базу «Все звери». Если вы соблюли все эти условия, то вы попадаете в список для льготной стерилизации и кастрации. За эту услугу вы не будете платить, от вас нужно будет только привезти животное. Сейчас у нас по номеру телефона идет запись. Пока что идет она на октябрь месяц. Вы можете позвонить и записаться. Номер телефона 30109 или 60914. Будут ли праздничные мероприятия в День воздушно-десантных войск? 2 августа в Российской Федерации отмечается День воздушно-десантных войск. В этом году будет юбилей, 95 лет. Мужчины, которые служили в воздушно-десантных войсках, подготовились. Они посетили воинские захоронения, ухаживали, восстановили оградки, покрасили, сделали многие другие работы. И приглашают всех в эту субботу, 2 августа, в 9 часов утра на аллею ВДВ. После того, как все соберутся, они отправятся отдать память всем на кладбище погибшим и посетят детей, подарят им подарки в свой праздник. И после этого в час дня, опять же, кто не смог утром прийти, могут в час подойти. На построение приглашают всех ветеранов и всех, кто хотел бы посмотреть на это построение. И от имени Интинской автошколы ДСААФ России хочу поздравить всех ветеранов, всех активистов, кто имеет отношение к этому празднику. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!